Францев есть возможность наносить удары по американским военным объектам в регионе, и у них есть возможность атаковать американские суда. Всем привет! Представляем вашему вниманию дубляж свежего интервью Скотта Риттера. Израиль проигрывает. Их железный купол не работает, а Иран уничтожает ключевые объекты. Трамп – военный преступник. Он организовал атаку в стиле Пёрл-Харбора, нарушив международное право. Ставь лайк, подписывайся и включи уведомления, чтобы не пропустить правду. Скотт Риттер, добро пожаловать, мой друг. У меня к тебе много вопросов о том, что сейчас происходит между Израилем и Ираном. Но прежде чем мы начнем, я только что подумал об этом несколько секунд назад. Я решил спросить тебя в целом. Как ты, как человек, как американец, как патриот, как морской пехотинец относишься ко всему этому и к перспективе того, что американские войска могут оказаться в опасности из-за этого? Что ж, я уже говорил раньше, что люблю свою страну и готов умереть за нее. Я часто очень критически отношусь к политике различных правительств, которые управляют моей страной, и мне стыдно за нынешнюю администрацию. Не знаю, знают ли люди об этом, но я с неохотой проголосовал за Дональда Трампа в ноябре, исходя из имеющихся вариантов. И я был его ярым сторонником в течение первых 100 дней, давая ему шанс выполнить различные обещания, которые он дал американскому народу, главное из которых, что он президент мира. И как человек, который воевал за свою страну и понимает цену, которую люди платят, когда мы идем на войну, и осознает, что мы обязаны мужчинам и женщинам, которые служат нам с честью, сделать все возможное, чтобы прежде чем отправлять их на войну, мы исчерпали все возможные мирные средства для решения различных проблем, которые могут привести нас к войне. Меня впечатлили неоднократные заявления Дональда Трампа о том, что он президент мира, что он хочет вывести нас из бесконечного цикла войн, что он будет стремиться положить конец конфликту между Украиной и Россией. Оказалось, что ничего из этого не соответствует действительности. Он не смог положить конец конфликту между Украиной и Россией, потому что он ничего не знает о России и, похоже, не хочет ничего знать о России. Я не знаю, знаете ли вы об этом, судья, но сегодня Госдепартамент объявил, что они не продолжают диалог с Россией по нормализации отношений. Так что он не только не остановил конфликт с Россией, но теперь еще и прекращает диалог, который давал нам возможность мира с Россией. Это безумие. Он утверждает, что у него была дружеская беседа с президентом Путиным по случаю дня рождения в субботу. Да? Опять же, эти противоречия в поведении этого человека – это тема для обсуждения психологами и другими специалистами. Это выше моего уровня компетенции. В этом Джо Байден был бы прав. Но, знаете, еще более тревожно то, что этот человек говорил, что хочет положить конец бесконечному циклу войн на Ближнем Востоке. Войн, которые, как он справедливо отмечал, стоили нам $триллионы, тысячи жизней и не принесли нам ничего. Это человек, который говорил, что стремится к миру с Ираном, хотел заключить лучшую сделку через переговоры. И вот мы оказались в ситуации, когда Израиль совершил против Ирана внезапную атаку по типу Пёрл-Харбора. Я хочу напомнить всем, что у Израиля нет абсолютно никакой основы в международном праве, которую можно было бы признать или обоснованно изложить для оправдания их действий. Это абсолютное нарушение международного права, и тем не менее мы это оправдываем и способствуем этому. И похоже, что этот президент был в курсе всей игры, что он использовал процесс переговоров, чтобы усыпить бдительность иранцев, чтобы они поверили, будто он действительно хочет заключить сделку, и они были готовы пойти на это. Господин Шамхани, один из ближайших советников верховного лидера и один из переговорщиков в этом процессе, за несколько дней до внезапной атаки заявил, что Иран готов подписать документ, соглашение, договор о том, что они не будут стремиться к созданию ядерного оружия. Они были готовы сделать это.
Они были готовы снизить, ограничить уровень обогащения до 3,75%. Это именно тот уровень, который необходим для существующих ядерных реакторов в Бушере. И они были готовы допустить инспекции, включая участие американских инспекторов. Беспрецедентно. Они были готовы сделать все, что требовали Соединенные Штаты и международное сообщество, чтобы доказать, что они не стремятся к созданию ядерного оружия, и этот президент заставил иранцев и Шамхани поверить, что именно этот путь он и выбирает. И все это время он убаюкивал их ложным чувством безопасности и защищенности, а потом смеялся, хвастался, гордился тем, что когда Израиль напал, он помог организовать это. Шамхани был убит в этом нападении вместе со всеми остальными переговорщиками. Трамп убил чертову иранскую переговорную команду. Теперь кто, черт возьми, будет доверять Дональду Трампу? Ни один американец не должен. Никакая внешняя политика не должна доверять. Та речь, которую он произнес в Саудовской Аравии, за которую мы его хвалили, он осудил неоконсерваторов, он осудил западный военный авантюризм на Ближнем Востоке и заявил, что он президент мира. Это была ложь, обман и заговор. 100%. Речь идет не только о том, чтобы усыпить иранское правительство ложным чувством самоуспокоенности, безопасности и веры. Он сделал то же самое с американским народом. Этот человек – позор, ходячий позор. Он не заслуживает уважения американского народа. Я тот, кто говорил, что он главнокомандующий. Мы должны поддерживать этого парня. Дамы и господа, он втянет нас в войну с Ираном, которая вполне может привести к использованию американского ядерного оружия против целей, которые невозможно уничтожить ничем, кроме американского ядерного оружия. Я просто хочу показать вам, насколько это серьезно. Я разговаривал с очень высокопоставленными российскими чиновниками, которые посвящены в то, что происходит в умах в Москве. Россия ясно дала понять, что она никогда не станет первой страной, которая применит тактическое ядерное оружие. Это не входит в их планы, они не собираются этого делать. Но как только тактическое ядерное оружие будет применено, особенно Соединенными Штатами, все ставки снимаются. Если мы сбросим ядерную бомбу на Иран, Россия сбросит ядерные бомбы на Европу. Это гарантированный исход. Вот насколько глуп этот человек, вот насколько глупы его советники. Есть умные люди, которые знают Россию, которые понимают нераспространение, которые разбираются в реальности ядерного оружия, и он ни с кем из них не разговаривает. Вместо этого с ним разговаривает какой-то офицер оперативного управления батальона по имени Хексет, который ничего не понимает в большой стратегии. У него, знаете ли, есть Марко Рубио, который, по всей видимости, мечтает начать войну с Россией, с Ираном, со всеми подряд, с Китаем, и он советует ему не только как госсекретарь, но и как советник по национальной безопасности, совмещая две должности, что также неконституционно, как и немыслимо. Дональд Трамп – это не просто разочарование судья, он позор как американец, как американский лидер и как человек. Он откровенный лжец, которому больше никогда нельзя доверять, и не стоит давать ни малейшего кредита доверия. Как вы думаете, Нетаньяху загнал его в угол, или же он был в курсе всего этого с самого начала, и все, что мы сейчас видим, было спланировано, за исключением, возможно, ярости иранского ответа, о котором я еще спрошу вас чуть позже? Все это было заранее задумано? Этого я не знаю. Я не знаю, потому что, опять же, то, как он это сделал, я в корне считаю, что Дональд Трамп трус и морально слабый человек. И я имею в виду, что им легко манипулируют и влияют на него другие люди. У него нет никаких принципов, у него нет внутреннего стержня. Он не тот великий лидер, каким его все пытаются представить. Он, по сути, слабый человек, который, возможно, внутри действительно хочет мира, но не может этого добиться, так как не способен противостоять людям, когда они противостоят ему. Так что возможно, что некоторые вещи, которые он говорил, он действительно верил в тот момент, когда это говорил. Но когда дело доходит до завершения сделки, а это же великий делец, величайший бизнесмен, которого когда-либо знал мир, он проваливается, потому что не может довести до конца сделку о мире. И поэтому им манипулируют в интересах войны, и именно это сейчас и происходит. Его ведут по пути к разрушению Соединенных Штатов Америки, потому что он недостаточно силен, чтобы
отстоять те самые принципы, которые он провозглашал, когда баллотировался в президенты, принципы, основанные на мире, избегании конфликтов, стремлении к нормализации отношений. Это трудные пути. Настоящие мужчины могли бы это сделать. Настоящие женщины могли бы это сделать. Он не настоящий мужчина, он трус. Он интеллектуальный, моральный трус, который не может, довести дело до конца. Он не может завершить начатое. И вот где мы оказались. Вот он примерно минута в Саудовской Аравии читает то, что кто-то другой написал для него, но заставляет весь мир поверить, что это его собственные слова. На наших глазах новое поколение лидеров преодолевает древние конфликты и усталые разделения прошлого, создавая будущее, в котором Ближний Восток определяется торговлей, а не хаосом. Эта великая трансформация произошла не благодаря вмешательству Запада. Посмотрите, сверкающие чудеса Эр-Рияда и Абу-Даби были созданы не так называемыми строителями наций, неоконсерваторами или либеральными некоммерческими организациями, подобными тем, кто потратил триллионы и триллионы долларов, безуспешно пытаясь развивать Кабул, Багдад и многие другие города. Вместо этого рождение современного Ближнего Востока стало заслугой самих жителей региона. В конечном итоге так называемые строители наций разрушили гораздо больше стран, чем построили, а интервенционисты вмешивались в сложные общества, которых они сами даже не понимали. Они рассказывали вам, как это делать, но сами не имели ни малейшего представления, как это сделать. Мир, процветание и прогресс в конечном итоге пришли не через радикальный отказ от вашего наследия, а благодаря принятию ваших национальных традиций и того самого наследия, которое вы так горячо любите. Он ни слова из этого не имел в виду. Он вообще ничего из этого не понимает. Кабул. Это Кабул, идиот. Не вам, судья, а президенту. Эти интервенционисты. Он даже не понимает этого. Кто-то написал это за него. Я даже не думаю, что он это репетировал. Не думаю, что он делал это нормально, когда кто-то пишет за тебя тексты. Все президенты делают. Но вы же занятый человек. Вы сидите, излагаете свое видение, а потом приходят мастера слова и превращают это в красивые фразы. Но это что-то, что ему просто подсунули через, телесуфлер, который он даже не просматривал. Знаете, Кабул, да ладно вам, это просто значит, что он даже не понимает, о чем говорит. И все, что он там сказал, ложь. Это была подстава, это часть установки. Эта поездка была задумана, чтобы усыпить людей, создать ложное чувство безопасности, самоуспокоенности, потому что он произнес ту речь, хочу отметить, в пределах 60-дневного окна, которое он уже согласовал с Нетаньяху для подготовки к событию типа Перл-Харбора. Дональд Трамп – военный преступник высшей категории. Он помог организовать события по типу Перл-Харбора, и для любого американца, который с 7 декабря склоняет голову и вспоминает тот ужасный день, день позора, когда нас вероломно атаковала императорская Япония, мы сами стали теми, кого осуждаем. Мы отвратительны. Мы все отвратительны, потому что где протесты на улицах? Я понимаю, у нас была, вы знаете, демонстрация «Нет королю». А как насчет людей, которые действительно выступают за мир, людей, которые говорят «этому не бывать»? Где антивоенное движение? Их не существует, судья. Его просто не существует. Является так называемый железный купол Израиля, действительно защищающим его от ответного удара со стороны Ирана? Нет. Иран наносит Израилю сокрушительный удар. Это часть скоординированной кампании, которую ведет Иран. Посмотрите на порт Хайфы, его больше нет. Посмотрите на аэропорт Бен-Гурион, исчез. Посмотрите на газовое предприятие в Хайфе, его больше нет. Посмотрите на другие цели в Израиле, их больше нет. Израиль даже не позволяет нам увидеть, что происходит с их аэродромами и прочими объектами. Знаете, есть причина, по которой израильские ВВС перебрасываются на британские базы на Кипре, потому что они не могут выжить на собственных аэродромах здесь, в Израиле. И дальше будет только хуже.
Сотни миллиардов долларов налогоплательщиков США были потрачены на строительство этого железного купола, а затем на его дополнительное усиление исключительно американскими ресурсами, системой ПРО-ТАД, системой АЭГИС, размещенной на кораблях, находящихся в регионе, а также сетью американских спутников. Все, что мы встроили в нашу систему противоракетной обороны, не работает. Да, конечно, они кое-что перехватывают тут и там. Ну, так и должно быть. Если вы потратили столько денег, то уж лучше бы хоть что-то работало. Но большая часть того, что они перехватывают, специально предназначена для перехвата. То есть иранцы запускают ракеты, которым 20, а иногда и 30 лет, которые были модернизированы и оснащены ложными целями. Вы запускаете эти ракеты, они раскрываются, чтобы привлечь системы ПВО, и пока оборона сосредотачивается на них, настоящие боеголовки пролетают и поражают цель. В итоге у них закончатся ракеты. Ходят слухи, что у них почти не осталось ракет ТАД, а у нас больше нет, чтобы им передать. Знаете, если вы командующий Индо-Тихоокеанским регионом, если вы сейчас командующий Тихоокеанским флотом, и вы говорите: босс, все эти агрессивные действия, которые вы заставляете нас предпринимать против Китая, которые могут привести к конфликту, вы буквально расходуете весь запас ракет СМ-3, СМ-6, которые должны находиться на кораблях в этом регионе. Они перебросили «Нимец», который является активом Южно-Китайского моря, вместе с его ударной группой. У них закончится запас ракет СМ-3 и СМ-6. Чем мы будем защищать Тайвань? Ничего, у нас ничего нет. И к тому же это не работает. Президент только что докладывал нам о золотом куполе, 175 миллиардов за 3 года, и у нас будет этот прекрасный золотой купол. Такой технологии не существует. Технология, на которую они рассчитывают, не работает, и доказательство этому посмотрите на Израиль сейчас. Что бы они ни создали в рамках золотого купола, но это просто не будет работать, и это не будет стоить 100 или 175 миллиардов. На внедрение уйдут десятилетия, и даже когда мы это реализуем, итоговая стоимость будет от 4 до 40 триллионов долларов, и все равно это не будет работать. Так что, опять же, этот президент – идиот, который просто сидит и верит в любую чепуху, которую ему подсовывают, а израильский народ сейчас за это расплачивается. И я не уверен, что сейчас вокруг много сочувствия к людям, которые жалуются: «О боже, посмотрите, что они с нами сделали». Эй, ребята, прямо через границу, Газа. Это то, чем вы занимались последние, 18 месяцев, убивали тысячи ни в чем не повинных людей. Тот факт, что израильтяне понесли столько ущерба, сколько нанесли, и при этом у них погибло меньше 20 человек, говорит о многом, о точности иранских ракет и о том, по каким целям они бьют. В отличие от израильтян, которые наносят удары по Ирану без разбора. Они только прошлой ночью уничтожили здание, 26 детей вместе с их семьями, всего погибло более 60 человек. И вы не слышите, чтобы кто-то осуждал эти действия? Ну серьезно, израильтяне буквально любят хвастаться тем, что у них самая моральная армия в мире. На самом деле это самая аморальная армия в мире. Это предательские люди, которые устроили событие, подобное Перл-Харбору, абсолютно без всяких оснований. Израильтяне знают, что у иранцев нет программы по созданию ядерного оружия. Они это знают. Все эти данные сфабрикованы израильтянами. И знаете, соучастие между Израилем и Международным агентством по атомной энергии, которое проявилось сегодня, когда иранцы заявили: мы закончили с МАГАТЭ. Они не сказали: мы выходим из ДНИО, договора о нераспространении ядерного оружия, но мы больше не будем сотрудничать с инспекторами МАГАТЭ, потому что теперь доказано, что они были не просто платформой для сбора разведанных, передавая информацию обратно в Соединенные Штаты и Израиль, которые затем использовали ее для наведения цели. Израиль не смог бы провести такое точечное наведение, что они сделали, хотя оно было неэффективно. Но чтобы поразить конкретные точки на Земле, вы не сможете этого сделать, если у вас нет кого-то на месте, кто определяет, где именно находится эта точка. И этими людьми были инспекторы МАГАТЭ, которых затем также поймали с поличным за проведением оценки боевых повреждений. То есть они изучали нанесенный ущерб и передавали эту информацию обратно. Вот почему иранцы сказали: да убирайтесь отсюда к черту. Верно. Вы приехали сюда якобы выполнять Божью работу по продвижению договора о нераспространении. На самом деле вы были здесь, чтобы спровоцировать конфликт. Ваш начальник
начальник работал рука об руку с израильтянами, рука об руку, а собранная вами разведывательная информация была передана Израилю вашим начальникам с единственной целью – облегчить именно эту атаку. Судья, вы помните, когда Гросси, бывший генеральный директор, побежал в Россию после того, как украинцы атаковали Запорожскую АЭС, и сразу отправился в Совет Безопасности, чтобы проинформировать их, насколько опасно, когда дроны попадают по Запорожской станции, и как всему миру нужно обсуждать создание международных сил для охраны реактора, иначе мы рискуем столкнуться с новым Чернобылем. Где он сейчас, когда Израиль атаковал несколько ядерных объектов в Иране, некоторые из которых привели к утечкам радиоактивных веществ? Где он? Он молчит, потому что был частью системы, которая привела к этой атаке. Это просто показывает полное лицемерие всей международной общественности, когда речь идет об Израиле, потому что Израилю, по-видимому, все сходит с рук, даже буквальное убийство. Им сходит с рук угроза всему миру, вы знаете, радиоактивным заражением. А где Совет Безопасности? Где Соединенные Штаты? Молчат или участвуют в атаке? Это мне стыдно быть американцем сегодня, не потому что я не люблю свою страну. Я делаю. Мне стыдно быть американцем, потому что правительство, которое мы выбрали, чтобы оно представляло нас, ведет себя настолько отвратительно, что не отстаивает ничего из того, за что мы, как народ, якобы выступаем. Мэверики тоже говорили, просто пара комментариев на встрече G7 в Канаде. Проголосовали за то, чтобы призвать к деэскалации между израильтянами и иранцами. Президент Трамп, конечно же, отказался поддержать это. Все остальные участники поддержали. Сейчас нас смотрят 25 500 человек, Скотт, и я бы хотел призвать зрителей делиться трансляцией и репостить ее, чтобы больше людей могли услышать блестящий ум, интеллект и личное мужество Скотта Риттера. Вот, просто чтобы дать тебе немного передохнуть. Вот министр иностранных дел Ирана вчера, Крис номер 2. У нас есть обширные доказательства того, как американские силы помогали сионистскому режиму. Но помимо наших доказательств, еще более показательные – это заявление самого президента США в его вчерашних твитах и интервью, где он открыто выражал поддержку. Он ясно заявил, что такая операция была бы невозможна без американского оборудования, и открыто сказал, что последуют дальнейшие шаги. Поэтому, с нашей точки зрения, Соединенные Штаты являются соучастником этих атак и должны нести ответственность. Соединенные Штаты – соучастник этих атак и должны нести ответственность. Наш друг и коллега Рэй МакГоверн обеспокоен возможной провокацией. Израильтяне могут атаковать американские войска в регионе и заявить, что это сделали иранцы. Я не переживаю по этому поводу, потому что уровень соучастия настолько очевиден. Ложный флаг – это то, к чему прибегают, когда Америка колеблется. Если бы этот президент говорил «я не знаю, не уверен, хочу ли я вмешиваться», этот президент бросается в это с головой. Здесь не нужен ложный флаг. Президент и так делает все, что нужно. Я имею в виду, я не переживаю из-за ложного флага. Меня беспокоит, что этот президент нарушает свой долг и ответственность перед американским народом. Люди должны понимать, что если мы действительно перейдем красную черту и начнем напрямую наносить удары по Ирану, во-первых, мы не изменим исход событий. Я имею в виду, израильтяне уже используют все современные американские самолеты, которые только есть в этом конфликте. Вы правда думаете, что когда у них уже 300 самолетов в воздухе, внезапно новая авианосная ударная группа с 75 самолетами что-то изменит? Это те же самые самолеты, те же самые бомбы. Это никак не повлияет на ситуацию. Они не смогут радикально, знаете ли, заставить иранцев, которые уже более 20 лет готовятся именно к такому сценарию. Я имею в виду, иранцы готовы не только к тому, что может сделать Израиль, но и к тому, что могут предпринять Соединенные Штаты. Но что произойдет? Так это то, что иранцы, и я просто еще раз хочу напомнить людям, что до сегодняшнего дня, как я считаю, единственные ракеты, выпущенные по Израилю, были запущены корпусом стражей исламской революции. Иранская армия не принимала участия, потому что ее держали в резерве. Теперь они могут начать вмешиваться, стремясь нанести Израилю смертельный удар и уничтожить все. Но те ракеты, которые держали в резерве, вполне могут быть использованы для атаки на американские базы. И если Трамп пересечет черту, наши базы будут уничтожены, и любой американский военный персонал там окажется под угрозой, вы знаете, возможной гибели, ранений и так далее.
Ответственность за это лежит на президенте. Это человек, который обещал, что не будет этого делать. Но у иранцев есть возможность наносить удары по американским военным объектам в регионе, и у них есть возможность атаковать американские суда. Дальность иранских ракет превышает дальность самолетов, которые могли бы быть задействованы для удара по Ирану. Этот президент ведет нас к провалу. Может ли Израиль эффективно и полностью защитить себя самостоятельно? Нет, все кончено. С Израилем покончено, все закончено. Они не могут даже эффективно и полностью защитить себя, несмотря на всю помощь, которую оказывают Соединенные Штаты. И мы больше ничего не можем сделать на земле. Иранцы разгадали код. Вы просто насыщаете эту систему противовоздушной обороны, заставляете ее раскрыться, затем наносите удары по различным узлам, командным и управляющим центрам, ракетным узлам и истощаете запасы ракет-перехватчиков. Сейчас иранские ракеты падают на территорию Израиля не просто так. Это потому, что Израиль не может себя защитить. И помните, это не просто Израиль сам по себе. Это Израиль с полной поддержкой вооруженных сил Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, которые задействованы в этом. Мы больше ничего не можем сделать, чтобы защитить Израиль. Мы больше ничего не можем сделать, чтобы защитить Израиль. Мы делаем все возможное, но это не работает. И дело не только в том, что у Израиля заканчиваются ракеты. У нас самих заканчиваются ракеты. Американские бомбардировщики Б-2 и американский авианосец уже направляются туда. Бомбардировщики Б-2 были переброшены на Диего Гарсия, так что они находятся в зоне досягаемости. Они всего лишь, в 2 дозаправках в воздухе от того, чтобы, атаковать цели в Иране, и, скорее всего, смогут успешно нанести удары по этим целям. Знаете, все говорят, что если они применят 30 тысяч-фунтовую мощную бомбу для разрушения бункеров, то это решит проблему Фироуза. Эта бомба для разрушения бункеров в лучшем случае проникает на 50-60 метров под землю. Бункер Фироуза находится как минимум на 80-90 метрах под землей, так что мы даже не сможем его повредить. Плюс я просто хочу напомнить, что мы уже использовали эту огромную мощную бомбу для разрушения бункеров против подземных целей в Йемене. Мы применяли ее дважды в прошлом году. Бомбардировщики Б-2 сбрасывали эти бомбы на цели. Не сработало, не пробило, ничего не сделало. Так что в этот раз бомба просто отскочит. То есть мы не выполним задачу, но зато окажемся втянутыми в решение проблемы, для которой у нас больше нет обычного решения, и тогда возникает вопрос, что дальше? А дальше это ядерная бомба Б-6112 для разрушения бункеров, которую, нам в итоге придется сбросить. И теперь мы нарушили ядерное табу, и это просто выпустит ад на остальной мир. Этому президенту нужно уйти в сторону. Ему действительно нужно, чтобы Пентагон сказал ему всю правду. Но вместо этого у нас есть министр обороны Хексет, который позволил, чтобы вооруженные силы США были унижены на плацу в Вашингтоне, хотя он должен был это остановить, но не сделал этого. Вместо этого мы просто опозорились на весь мир, а теперь он подводит нас к катастрофе на Ближнем Востоке. Хексет должен быть честен с президентом. Мы не можем этого сделать, господин президент. У нас нет для этого возможностей. Если вы хотите, чтобы мы в это ввязались, это приведет к применению ядерного оружия, что ничего не решит. Это только усугубит ситуацию во всем мире. Пожалуйста, господин президент, отступите. Скажите своему госсекретарю и советнику по национальной безопасности прекратить лоббировать интересы Израиля и начать отстаивать интересы Соединенных Штатов Америки. Хексет мог бы это сделать. Тулси Габбард могла бы это сделать. Она должна докладывать господину президенту. Там нет такой угрозы, ради которой стоило бы применять ядерное оружие. Господин президент, если это продолжится, Израиль потерпит стратегическое поражение, и мы проиграем вместе с ними. Господин президент, нам нужно закончить эту войну сейчас, и сделать это можно, признав, что Иран заслужил право выдвигать определенные требования. Не для того, чтобы обладать ядерным оружием, нет, а чтобы выдвигать требования к Израилю, чтобы требовать, чтобы Израилю больше не позволяли, скажем так, сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии, пока они не станут участниками договора о нераспространении ядерного оружия. Пусть они вынесут свою ядерную военную программу на обсуждение, вот в каком направлении нам нужно двигаться. Эта проблема решится, когда Израиль прекратит геноцид в Газе. Я имею в виду суть в том, что, вынуждая Иран решительно вступить в этот конфликт, Иран действительно получает возможность диктовать определенные условия выхода из этого конфликта. Скотт, сейчас нас смотрят 33 тысячи человек. Конечно, эта цифра вырастет в разы, когда запись будет опубликована, но это самый большой сегмент, самая большая живая аудитория, которую Judging Freedom когда-либо имела за все 3,5 года своего существования.
Прежде чем мы закончим, расскажите нам о вашей программе по нормализации отношений между русскими и американцами, которая пройдет в Кингстоне, штат Нью-Йорк, в среду. Знаете, подобный саммит задумывался еще во времена администрации Байдена, когда администрация Байдена не вела переговоры с российским правительством, и этот провал в установлении диалога, который мог бы привести к нормализации и миру, оказался тем, чего правительство не смогло добиться. На самом деле, когда я пытался это сделать, хочу напомнить всем, я должен был поехать в Россию летом 2024 года, чтобы провести именно такой саммит, создать возможности в 16 разных российских городах для встречи российской и американской аудитории. У нас все было спланировано, но затем правительство США аннулировало мой паспорт, а потом на меня натравили ФБР, обвинив меня в том, что я являюсь российским агентом только за попытку продвигать такой диалог ради мира. Это ни к чему не привело. Они изъяли мои компьютеры. Теперь у меня новые компьютеры. Паспорт мне так и не вернули, но я могу работать здесь, в Соединенных Штатах. А потом Трамп заявил, что хочет поощрять такой диалог. Так что вот в среду у нас, по сути, будет возрождение программы «Космический мост». 40 лет назад Фил Донахью и Владимир Познер начали процесс создания диалога между русскими и американцами, который помог мирно завершить холодную войну, и это наша цель и задача. Сейчас я не переживаю, но хочу сказать, что когда правительство США перестало участвовать в этом диалоге, это значит, что то, чем мы занимаемся, больше не рассматривается как поддержка какой-то более широкой дипломатической инициативы. Сейчас мы единственные, кто этим занимается. То, что мы делаем в среду, это единственный диалог, который сейчас происходит между американцами и русскими, потому что администрация Трампа только что закрыла официальные каналы. Я не знаю, что это будет значить с точки зрения того, как правительство США на это смотрит. Придут ли ко мне еще 40 агентов ФБР? Я не знаю. Я знаю только, что YouTube выступил против этого. Я сделал видео, выложил его на новый канал на YouTube, и они его удалили, заявив, что, по-видимому, призывы к диалогу, нормализации и миру между Соединенными Штатами и Россией нарушают их условия обслуживания. Вот к чему все идет. Мы не живем в стране, где правит свобода слова, и мы не живем в стране, где мир и стремление к миру являются нормой. Теперь это стало исключением. Но мы будем двигаться вперед и, по сути, предложим, своего рода шаблон того, как это делать. Мы, возможно, даже должны будем переучить администрацию Трампа, чтобы они поняли, как вести действительно содержательный диалог. Но сейчас наша задача подготовить американское общество к тому, чтобы оно было восприимчиво к такого рода действиям. Так что мы проведем это в среду, это, надеюсь, будет транслироваться в прямом эфире. И, надеюсь, это действительно состоится. Может быть, у нас будет еще 40 гостей, которые будут в камуфляжной форме, с оружием и с жетонами, с надписью FBI, и они попытаются все это остановить. Я не знаю. Но мы все равно это сделаем, потому что именно так нужно поступать, если мы хотим жить в стране, которая выбирает мир, а не войну. И знаете, американскому народу нужно взять на себя обязательство сделать это. Им нужно осознать, что нам необходим такой конструктивный диалог, и тогда мы подаем пример. Мы живем, подавая пример. Мы показываем правительству, что нужно делать. И помните, правительство работает на нас. Мы, народ Соединенных Штатов Америки, правительство работает на нас. Так что давайте покажем правительству, что нужно делать, и я собираюсь сделать это в среду. Бог благословит тебя, Скотт. Спасибо за ваше время сегодня. Сразу после вас выступит человек, которого вы знаете и уважаете, профессор Саид Мохаммад Маранди из Тегерана. Я не знаю, как обстоят дела там, где он находится, но мы узнаем об этом примерно через 20 минут. Большое спасибо за ваше время и вашу страсть, мой дорогой друг. Удачи вам в среду, и мы скоро снова с вами свяжемся. Большое спасибо. Спасибо. На этом сегодня все. Подпишитесь на наш телеграм-канал. В будущем там вас ждет очень много интересного. Спасибо и удачи вам. Он странствует миром, правдой горя, не слыша толпы, но он как заря. Голос его будто молот стучит, вся ложь рассыпается, как граф.
справедливость в нем звенит, как клин. Там, где молчат, он кричит за всех, не видит границ, не боится помех.